Здравствуйте еще раз. Мы находимся на избирательном участке 1252-57 Свердловского района города Бишкек, на котором проходят повторные выборы кандидатов в депутаты в Джогорку Кенеш. И на этом участке, как мы понаблюдали, голосование идет более активно. И давайте пройдем, напомним нашим зрителям, как это происходит, и проголосуем заодно. Здравствуйте. Здесь биометрические данные считываются и выдается чек на получение бюллетеня. Спасибо. Процедура остается такой же, как и на других выборах. Здесь мы получаем бюллетень со списком кандидатов. Находим себя среди списков избирателей. И. Да. Оказывается, нужно идти за другой столик, где соответствующие буквы фамилии. Здесь. Здравствуйте. Я напоминаю, что голосование проходит на 120 избирательных участках в двух округах города Бишкек, Свердловском и Первомайском. На каждом избирательном округе по 60 участков. Мы находимся на одном из них и в прямом эфире следим за ходом голосования. Спасибо. Получаем бюллетень, сдаем чек. Хочу напомнить нашим зрителям, что тайна голосования на выборах депутатов Джогорку Кенеш соблюдается полностью. В избирательных кабинках никто не мешает, не подсматривает. Голосуем за того кандидата, за которого мы сами хотим проголосовать, и никто не может повлиять на ваше решение. Подходим к избирательной урне и лицевой стороной вниз опускаем бюллетень. Все, процедура... Ой, нет. А почему не получается? Все, голос опущен, мы проголосовали. Давайте теперь узнаем у члена избирательного участка, как проходит голосование на этом участке. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Анатольевна Крапивина, член избирательного участка номер 1352, простите. Расскажите, пожалуйста, как проходит голосование на этом участке? Все ли в порядке, все ли функционирует нормально? Ну, я считаю, что на нашем участке все проходит с учетом рабочих моментов. Тем более, что алгоритм голосования отлажен уже на нескольких выборах. Вы сами про этот алгоритм пошагово прошли. И, собственно говоря, я думаю, что люди, которые голосуют, достаточно четко понимают, что здесь никаких нарушений, подтасовок или еще каких-то, как раньше говорили, вариантов какой-то нечестной игры быть абсолютно не может, потому что здесь все честно и прозрачно, и все зависит только от воли избирателя. Поэтому я могу сказать, что мы работаем здесь для того, чтобы все было в рамках закона, и пока у нас все действительно идет хорошо, и только будем рассчитывать, что активность избирателей как раз-таки будет достаточно чуть больше, но пока еще только первая половина дня, мы еще только говорим о трети, допустим, присутствующих на нашем участке, еще весь день впереди, но я думаю, что мы достойно справимся с работой, и наш район выберет достойных тоже депутатов, которые будут представлять наши интересы. А скажите, традиционно
голосовать активно идут или в первую половину дня, где-то часов до 11, и во вторую половину дня? Я буду говорить, что всегда все-таки воскресный день всегда идут или утром рано, кто, наверное, все-таки в рабочий работает, и после обеда, потому что все-таки первая часть, это, и мы все люди, это воскресный день, и я думаю, что обычно после обеда активность всегда повышается. А сегодня, в первой половине дня, насколько активны были избиратели? Мы были на нескольких участках, и нам сказали, что вот от участка к участку. На одном уже проголосовало достаточное количество, на другом еще не так много, как у вас. Я буду говорить, что, наверное, все-таки, у нас и небольшое количество все-таки на нашем участке, он не очень большой, то все-таки для этого времени, и мы уже будем говорить все-таки на своем участке не первый раз, то для нас это, в общем-то, достаточно нормальный вариант. То есть на этот момент? Да, активность соответствует и предыдущим выборам, так что я думаю, здесь уже зависит от гражданской позиции людей, и я думаю, что, в принципе, тот процент, он у нас и поддерживается. Спасибо большое. Спасибо большое. Я хочу напомнить нашим зрителям, что голосование нужно выбрать из 53 кандидатов, которые участвуют на этих выборах. Голосование идет на 120 избирательных участках в городе Бишкек в 2 одномандатных округах. А мы продолжаем следить за тем, что происходит на избирательных участках. Оставайтесь с нами.